Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Вся авиация России испытывает сильное давление антироссийских санкций. В первую очередь подорожало топливо, закрылось воздушное пространство многих государств, отозваны иностранные лизинговые самолеты. Как в этих условиях работает авиакомпания «Якутия», об этом нам расскажет гость студии Андрей Винокуров, генеральный директор предприятия. Андрей Семенович, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Западные правительства задействовали санкции, которые коснулись всей авиационной отрасли страны. Какие ограничения коснулись авиакомпании «Якутия»? Авиакомпания «Якутия», которая входит в общую отрасль, скажем так, нашей страны, естественно, испытывает те же самые санкционные меры, которые приходятся на многие авиакомпании. Это наиболее, наверное, обсуждаемое, это расторжение договоров лизинга, дерегистрация воздушных судов бермудской регистрации. Мы были зарегистрированы в бермудской регистрации, потому что воздушные суда принадлежали международным лизинговым компаниям. Но, тем не менее, правительство Российской Федерации приняло оперативное решение. Авиакомпания «Якутия» одна из первых перевела свои воздушные суда в российский реестр. Но в данный момент я бы хотел пояснить в каком плане, что перевод в российский реестр — это не означает, как пишут, это национализацию и так далее. Нет, это возможность авиакомпаниям страны, и в том числе авиакомпании «Якутия», обслуживать данные воздушные суда по правилам не страны регистрации, вот я как говорил, Бермуд, а по правилам Российской Федерации. Поэтому, допустим, свидетельства, которые выдаются российским авиакомпаниям, собственником все равно остаются лизинговые компании международные, И мы на сегодняшний день, переведя в российский реестр и получив одобрение Росавиации по техническому обслуживанию по российским правилам, это федеральные авиационные правила, называются они, мы имеем возможность их обслуживать. То есть на должном уровне держать свою безопасность и обеспечивать свои полеты. В этом есть как бы тонкая грань. Касательно международных сообщений, то, что закрывается воздушное пространство сначала Великобритании, потом Евросоюз. Авиакомпания «Якутия», она не выполняла данные воздушные рейсы, поэтому на нас это не сказалось. Но, тем не менее, были закрыты ряд международных направлений, которые мы выполняли, в том числе Узбекистан и так далее. Мы перестали летать где-то с 3 марта по причине того, что была угроза ареста самолетов и досрочного изъятия. Поэтому мы сейчас переориентировались на полеты внутри Российской Федерации. Выполняем в основном полеты, связывающие республику нашу с Москвой, Санкт-Петербургом. И традиционно в преддверии летней навигации, это с курортами страны, Анапа, Сочи, Краснодар, и так далее. Широко освещалось мнение экспертов по теме возвращать или не возвращать самолеты, которые затребовали обратно. Понятно, что федеральное правительство в этом вопросе в приоритет ставит сохранение парка воздушных судов. Есть ли понимание ситуации на данный момент? Да, понимание есть. На данный момент принимается решение правительства Российской Федерации о механизмах оплаты в рублях по курсу ЦБ РФ, о создании межведомственной комиссии, которая будет это регулировать. Эта работа сейчас правительством Российской Федерации ведется. Естественно, как только все эти механизмы заработают, мы будем продолжать наладить взаимоотношения, скажем так, с лизинговой компанией. Не только мы, но и все другие авиакомпании. Поэтому я считаю, что правительство Российской Федерации ведет все возможные, несмотря на контрпродуктивные санкции, все возможные меры или пути нахождения, которые были бы юридически обоснованы и экономически, скажем так, продолжались экономическое сотрудничество между компаниями. Но как пойдет дальше, сегодня, я думаю, никто не сможет на этот вопрос ответить, поэтому мы пока в выжидательном, наверное, таком режиме. То есть, несмотря на трудности, вы продолжаете работать в обычном режиме? Уже, конечно, не в обычном режиме. Почему? Потому что, естественно, вы правильно отметили, что у нас и валютная составляющая, и обеспечение запасными частями сейчас очень сильно усложнилось, так как у нас воздушные суда иностранного производства, они требуют иностранных запасных частей, логистику, этот вопрос мы решаем. Естественно, есть ограничительные меры, даже
банально сказать, там, по программным обеспечениям, допустим, да, мы сейчас переводим все в российские аналоги. Ну, практически уже все перевели. Вот. Самое большое, это мы в прошлом году, ну, наверное, в рамках того же решения правительства, переводе, вот, наверное, слышали по системе продаж российские, да, вот, мы, авиакомпания «Якутия», перешли в российское программное обеспечение от «Сирена», поэтому на сегодня хотя бы эта проблема у нас, ну, она решена, да, вот. И можно констатировать, что, в принципе, мы первую волну вот этих вот санкций пережили и, скажем так, сейчас можем обеспечить свои полеты. Андрей Семенович, спасибо за беседу. О работе авиакомпании «Якутия» в условиях санкций мы поговорили сегодня с Андреем Винокуровым, генеральным директором предприятия. Оставайтесь на нашем телеканале.